Гагаузская республика преследовала очень благую цель – сохранить гагаузский язык, развивать гагаузский язык, гагаузскую культуру, гагаузский народ и все, что подразумевается в слове гагаузлук. Мы, наоборот, растеряли, я считаю, что мы растеряли больше половины того, что мы имели на момент создания Гагаузской республики, потому что гагаузский язык загнан в угол, культура неизвестно где, везде русская речь. И самое страшное, когда мы создавали Гагаузскую республику, мы создавали ее для народа, а плодами ее пользуются те, кто находится сегодня у власти. Они уже боятся. Будущего в Гагаузии при нынешнем руководстве нету. В Гагаузии плодами всего пользуются те, кто приходит во власть, богатеет, покупает супердорогие машины, суперлюкс виллы и так далее. А народ как беднел, так и беднеет, и расходится, и уезжает. Села пустует, везде разруха. Оно было создано, скорее всего, не с какой-то целью, а скорее всего для спасения своего народа, чтобы оно не деградировало, чтобы они не знали, где были забыта наша культура, история. Все с этого начиналось. Но мы споткнулись об такие тяжелые грабли, которые сумели второй раз не повторить и сделать эту Гагаузию умно, грамотно, без ошибок, не допустив крови. Только для того, чтобы нас знал весь мир, как народ, который имеет свою землю, и имеет свою культуру, свою историю. И все для этого было сделано. Сегодня, конечно, очень тяжелая ситуация. И с этой ситуации мы тоже выйдем мирным путем. Ибо наш народ мудрый, и он никакой войны не хочет, никаких конфликтов не хочет. Мы за целостность Молдовы. Но сейчас мы делаем маленькую передышку, как штангист, как потом наберемся сил и поднимем новый выше. Каким вы видите будущее Гагаузии? Процветающим, многонациональным, ненационалистическим, культурным, гостеприимным. Здесь все народы всего мира будут гордиться Гагаузией. Во-первых, удалось урегулировать мирным способом тот конфликт, который был в 90-е годы. Второе, мы получили институты власти, создали университет учебный для детей, там это как центр культуры научный, так скажем, сформировали структуры власти, народное законодательное орган, народное собрание, исполком, Башкан, который как бы правительствует, который является единым координационным центром для целого нашего региона Гагаузии. Если в 90-е годы мы были никто, как бы сегодня Гагаузия сильна в политическом плане. Нет воли, пока желания для того, чтобы решить эти проблемы и идти дальше. А мы топчемся на месте.